Обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Начнем выпуск с прямой трансляции брифинга оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Предлагаем послушать. Алексей Амосович, какова эпидобстановка в республике на сегодняшний день? Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, добрый день. На сегодняшний день, в течение последних 4 дней, отмечается устойчивый рост заболевания. За вчерашние сутки выявлено 49 новых случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, 1 случай летальный зарегистрирован. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Якутске, 33, а также в Алдане 3, в Мегидо-Кангаласском 2 случая, Верхневилюйский, Ленский, Мирнинский, Неренгеринский, Нюрбинский, Аймеконский, Тайтинский, Усалданский и Чурапче по 1 случаю. В настоящее время активно лечится 647 по новой коронавирусной инфекции. Из них 72 ребенка, это составляет 11%. Из числа заболевших наибольшее количество у нас зарегистрировано в возрастном сегменте 18-25 лет, то есть молодые, и в возрастном сегменте 60+. А также, если взять по профессиям, наибольший процент у нас зарегистрирован среди работников сферы торговли. Но причиной этого мы считаем, что ослабление именно соблюдения противоэпидемического режима, это не повсеместное использование гигиенических масок. И учитывая устойчивый рост последние 4 дня первичной заболеваемости, оперативным штабом Министерства здравоохранения принято решение увеличить количество коек в городе Якутске. В настоящее время 30% коек у нас находится в резерве, это по всей республике. В городе Якутске 20% коек свободны. Всего поступило 13 212 доз вакцин. Последний транш, вчера поступило 2400 доз дополнительно, и на выходные мы ждем 1200 доз. Все вакцины у нас распределены. И последний транш, который Эпивак Корона поступила, 8100, оно 8 числа поступило. Мы это распределены по районам. Большинство районов получило. Сейчас осталось на выходных доставить в 7 районов. И учитывая то, что Эпивак Корона хорошо, более легкие условия хранения, а также сама транспортировки, данная вакцина Эпивак Корона, она предназначена для вакцинации именно выездными бригадами. Это мы дали рекомендации главным врачам именно эту вакцину использовать для лиц старше 60 лет, а также для групп маломобильных граждан, которые находятся на дому. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки сейчас принимается решение об введении ограничительных мероприятий по проведению массовых мероприятий, посвященных Дню Республики и на первомайские праздники. Данные ограничения будут введены в тех муниципальных образованиях, где зарегистрирован повышенный рост заболеваемости. Уважаемые жители республики, я призываю вас соблюдать противоэпидемический режим, соблюдать масочный режим, активно вакцинироваться. Учитывая то, что в настоящее время у нас слишком большая разница температуры, амплитуды температуры ночного и дневного, сейчас
возможно, повышается риск простудных заболеваний, поэтому надо следить за детьми, да, чтобы они одевались по погоде и не представляли риск для своих родителей, для лиц старшего возраста. Желаю вам здоровья. Большое спасибо. Это был брифинг оперативного штаба. Далее к темам, связанным с экономикой, и для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, доллар и евро за сутки отыграли ранее потерянные позиции. Американская валюта стоит сегодня 76 рублей и 98 копеек.